Кан, здравствуйте, рада вас видеть вновь. Кан, Добрый день, Олег. в сегодняшней передаче мы хотели обсудить то, можно сказать, тот резонанс, который вызвало решение послов Евросоюза о том, чтобы перестать относиться к нашим документам, имеется в виду загранпаспортам, которые выдала Россия, как к документам, по которым можно передвигаться, получать визу шенгенскую и так далее. Естественно, что такое решение, оно как минимум кажется нам странным. Во-первых, как вам кажется, с чем оно связано, и вот ваши личные отношения к этому? Спасибо. Действительно, новость странная. Ну, на мой взгляд, она вызвала резонанс, потому что в первую очередь послы стран ЕС согласовали значит, непризнание российских паспортов, загранпаспортов, выданных на новых территориях, в новых субъектах РФ, то есть это новые республики и две области. Вот, и напомнили также, что вот и мы такие же паспорта не признаем, выданные в Абхазии и в Южной Осетии. Ну, на мой взгляд, это чисто политическая новость. Насколько она возымеет практический эффект, это мы будем смотреть чуть позже, когда ситуация с выдачей виз, ну, допустим, шенгенских виз в российские паспорта нормализуется, потому что на сегодняшний день, как вы знаете, этот процесс ограничен. Вот. Но что касается конкретно Абхазии, можем говорить, что для нас это не новость, потому что еще в 2008 году послы стран ЕС заявили то же самое, но, как вы знаете, в общем, на какой-то период это заявление оно действовало, но дальше оно, в общем, было как-то либо забыто, либо закрывали глаза на это. Ну вот с практической точки зрения сложно реализовать такое вот решение. Потому что паспорта, российские паспорта, загранпаспорта, как мы все знаем, они двух типов. Значит, первый тип это старый образец, который выдается, ну, в случае с Абхазией, да, он выдается непосредственно в посольстве, и местом выдачи указано посольство России, запятая Абхазия. Заграничные биометрические паспорта, они, собственно говоря, выдаются, их данные посылаются в Москву напрямую, и местом выдачи в паспорте указывается, ну, не посольство России в Абхазии, а ну, какой-то другой код присваивают. Поэтому у нас никаких проблем не было. Вот визы выдавали в такие паспорта и выдают, и уверен, будут выдавать. Да, но это все-таки даже немного технически более вопрос, учитывая, что еще, в принципе, как я поняла, из самого сообщения на официальном сайте Совета Европы, там не говорится об этом как об утвержденном каком-то решении, это еще должен вообще-то рассмотреть Европарламент, это должно быть утверждено. В принципе, все, нет какой-то окончательной точки, да, в этом вопросе, это уже если говорить о технической стороне вопроса, но а если говорить немного о другой стороне вопроса, о том, что вот в этой связи делает Грузия, как она пытается увязать украинский кейс со своим кейсом, да, то есть имеется в виду, как она позиционирует вот это и, получается, в принципе, делает какую-то информационную войну, то есть информационную пропаганду, увязывая свои какие-то нерешенные проблемы с тем, что сейчас происходит между Россией и Украиной. Как вам кажется, вот в этой связи, насколько вообще целесообразно вот это связывать, и когда понятно, что решение больше принято о Запорожье, о Херсоне, о ДНР и ЛНР, а мы пошли как будто бы в связке. Вот насколько это оправдано? Ну, нам на самом деле эта ситуация подтверждает в очередной раз, что подобные решения, они принимаются по определенному сценарию, который разрабатывался и был утвержден сразу после 2008 года. Лично я в этом убежден, что это с подачи и при консультации специалистов из США. Ну, где-то вот какой-то единый центр принятия решений, разработали стратегию определенную и по ней идут. Это такие, ну, я так выразился, как грузинские лекала, да, но на самом деле это не грузины увязывают это с Абхазией и Южной Осетией, ситуацию с новыми, значит, субъектами РФ,
Это вот какой-то единый центр, который принял такое решение еще в далеком 2008 году. Решение, которое представляет Грузию, значит, ЛНР, ДНР, Херсонскую, Запорожскую области в качестве жертв. То есть Грузия позиционирует себя в качестве жертвы России, российской агрессии и так далее. То же самое сегодня пытаются сделать с новыми субъектами РФ, да, что их жертвами представить, Украину представить жертвами российской агрессии. Но ситуация, мы же все прекрасно знаем, что ситуация ровным счетом да наоборот, что Грузия была агрессором в отношении Абхазии, и Украина была агрессором в отношении ДНР, ЛНР. То есть кто бомбил все эти годы? Естественно, что бомбила Украина, а не Россия, эти вот области вышеперечисленные. Поэтому это вот такая политическая игра информационная, война даже. И ни для кого не секрет, что сегодня фактическая война, она настолько же важна, насколько и информационная, а зачастую даже и превалирует. Поэтому нам в такой ситуации нужно лишь активизироваться на всех возможных международных площадках, где мы присутствуем, где есть возможность донести объективную точку зрения до международников, говорить об этом, заявлять, не стесняться, рассказывать правду. В любом случае, правда-то на нашей стороне, мы понимаем, как все было, мы знаем это, мы переживаем это и живем такой жизнью, поэтому рано или поздно, в любом случае, справедливость восторжествует, но нам нужно активизироваться в этом направлении, и мы, вот, исходя из всех возможностей, которые есть, везде говорим об этом на разных языках. Кан, а как это вяжется все с пресловутыми демократическими ценностями, вот с этой точки зрения, да, вот ограничение права людей на передвижение вообще, мне кажется, в Европе, которая, в принципе, считается, можно сказать, оплотом сейчас демократии, по крайней мере, позиционирует себя так. Да, позиционирует себя так, и в общем-то, другие страны не мерят по развитию демократии, по развитию цивилизации, как раз-таки соблюдением, по степени соблюдению прав человека. Сегодня, и не только сегодня, на самом деле, двойные стандарты, к сожалению, абхазское общество наизусть уже выучило эти двойные и тройные стандарты, и мы прекрасно знаем, что это такое, и вот это очередное просто подтверждение двойных стандартов, что кому-то в отношении каких-то стран, значит, союзников США и стран Европейского Союза, им можно все нарушать, а другим нельзя. Это опять-таки политика, и тут нарушение статьи 13 Всеобщей декларации прав человека налицо о свободе передвижения, да. Она налицо, и это лишь одно из многочисленных нарушений прав человека на самом деле. Как это прокомментировать? На самом деле, двойными стандартами. Кан, а еще я знаю из вашего телеграм-канала, это другая тема, но тоже интересно, может быть, вы вкратце об этом расскажете, о том, что вы были на Донбассе в качестве, если я правильно все поняла, наблюдателя за референдумом, который там происходило, параллельно с другими референдумами новых областей, которые уже вошли в состав России. Расскажите о ваших впечатлениях, с кем вы там были, как все проходило, немножко, если можно, вкратце. Да, вкратце, по приглашению ЦИКа ДНР прибыл, значит, на Донбасс в качестве международного наблюдателя. Я был в составе большой делегации других международных наблюдателей, в частности, с итальянской делегацией. В ней же был посол по особым поручениям МИД Абхазии Вито Гритани, которого у нас все хорошо знают. Мы наблюдали, значит, за ходом референдума непосредственно в Донецке, в пригороде Донецка Харцизске, в Амвросиевке. Посещали избирательные участки, как стационарные, так и выносные.
Ну, что сказать, несмотря на угрозу бомбежек, в принципе, на угрозу жизни, можно сказать, люди массово выходили и голосовали, не заметили никаких нарушений, наоборот, несмотря на всю сложную ситуацию, улыбки на лицах людей, хорошее настроение, такое на избирательных участках, так вообще праздничное настроение создавали организаторы, все было на самом деле очень оперативно и хорошо организовано на высоком уровне. Вот. Мы участвовали там и в пресс-конференциях, и в пресс-подходах, делились своим мнением с местными СМИ и журналистами. Ну и вот, конечно же, ну, для меня, скажем так, не было удивлением, что то вот ощущение людей, да, вот это, знаете, приблизительно ощущения были и настроение было схоже с 26 августа 2008 года в Абхазии. Вот что-то вот приблизительно такое, когда общались с людьми, что для вас сегодняшний день означает вот этот вот референдум. Ответы были практически все идентичные от разных абсолютно людей, разных возрастов. Все говорили о том, что наконец-то стабильность, наконец-то безопасность, наконец-то мы сможем планировать свое будущее, будущее своих детей. Ну и, конечно, люди радовались возвращению на свою историческую родину, присоединению к исторической родине. Вот. А иностранцы, которые вот были тоже международными наблюдателями, они, конечно, были удивлены тем, что люди не боятся идти голосовать, несмотря на то, что где-то вдалеке были слышны постоянно и взрывы, и выстрелы. Но это вот первое, что, значит, поражало людей, вот их стремление, их желание наконец-то вот освободиться, да, от, скажем так, украинского гнета. Вот, поэтому вкратце такие впечатления положительные. Конечно же, огромную работу проделали в республиках, в областях по организации референдума. И как показали результаты, он был проведен не зря, потому что люди действительно хотели воссоединиться со своей исторической родиной. Кан, огромное вам спасибо, что нашли время, ответили на наши вопросы, за ваш комментарий тоже. Спасибо.